Наверняка уже очень много слов, хороших, теплых, добрых сказано. И сказано родными, близкими, сказано коллегами по работе, сказано и написано с официальных трибун. Что же еще сказать? Повторяться не хочу. Но волей-неволей, естественно, что должен сказать, что образ женщины – это образ бесконечно глубокий, бесконечно широкий. И присоединяясь ко всем сказанным ранее словам, хочу уже, наверное, как руководитель Белорусского государственного университета вспомнить одну очень крамольную, на мой взгляд, мысль о том, что познание удаляет человека от истины. Здесь собрались представительницы науки, молодых ученых, председатель Совета молодых ученых. И вот это вот удаление от истины, оно таит в себе потенциально очень большие риски и опасности. Мы знаем не понаслышке о том, что если представительница прекрасной части человечества — это биологическое начало, мужчина явно больше социально ориентирован. И вот это вот удаление от некоего такого первоисточника, от некоего такого стержня, архетипа, оно может привести к утрачиванию женских черт. Я бы очень хотел, чтобы этого не произошло, и если уж так судьба распорядилась, что каждая прекрасная здесь представительница нашего вуза имеет прямое отношение к миру науки, чтобы не наука влияла, а вы влияли на науку, делали ее более женским лицом, уберегали наш мир от тех сугубо прагматичных, зарационализированных каких-то предложений, которые ставят нас всех перед все большим и большим количеством коммуникаций, информации и нарушают обычное нормальное человеческое спокойствие и счастье. Вот влияйте позитивно на науку. И, наверное, хотел бы пожелать, конечно же, находить тот разумный баланс, когда вы сможете получить и удовлетворение от того, чем вы занимаетесь, и в то же самое время, чтобы ваши родные, близкие не испытывали какого-то дискомфорта от того, что вы все больше и больше времени проводите на работе. Будьте счастливы, любимы, любите, радуйте нас, мужчин, своим присутствием. С праздником!